«Небо – удел сильных». Эта фраза характеризует подвиг Сулумбека Асканова. За свою короткую жизнь генерал-майор достиг небывалых высот в военной службе. Будучи еще подростком, Сулумбек поставил себе цель стать боевым летчиком, поэтому всегда упорно шел вперед. Мужественным и отважным запомнили героя не только его сослуживцы. В селении Нестеровское устроили вечер памяти. Ему посвящают стихи и в его честь исполняют песни. Имя Сулумбека Асканова – это символ мужества, отваги и самоотверженности. Первый герой России. Он продемонстрировал миру, на что способен человек, преданный своей стране и долгу. Его имя навсегда останется в истории. На вечере памяти присутствуют и те, кому лично посчастливилось встретиться с героем России. Я служил в советской армии с 1984 по 1986 год. Служил тогда в южной группе войск в Венгрии. Значит, сейчас приезжали генералы советские и мадьярские, венгерские генералы. Очередной раз, когда они приехали, случайно встретились с генералом, тогда еще полковником Аскановым. И он очень внятный, красивый, мужественный разговор. Он был человек слова и дела. Его уважали как окружение генерала, он был очень уважаемый человек, специалист на свое дело. Вот нас всех в войнах он собрал там, поговорил и посоветовал не делать противозаконного ничего и будьте мужчинами своего народа, гордостью народа. И вот с таким пожеланием мы попрощались тогда. За свою короткую жизнь генерал-майор достиг небывалых высот в военной службе. Но свой главный мастер-класс он провел в последние минуты жизни. Во время тренировочного полета у истребителя отказало оборудование. В условиях нулевой видимости летчик потерял ориентацию в пространстве, и самолет начал падать. 2 минуты хватило, чтобы увести машину от населенного пункта и спасти тысячи жизней. На тот момент, когда он умер 1992 года, 7 февраля, это стало большой потерей не только для ингушского народа, но и всей для Российской Федерации. Смотря на то время, в котором находилась республика, это было очень тяжелое и нелегкое время. Мы потеряли не просто человека, потеряли героя. Человек, у которого было понятие мужества, силы и отвага. Человек, который была честь. Человек, который слугает легенде не только в нашей республике, а и в России, и практически во всем мире. На месте гибели летчика в Липецкой области установлен памятник. Его имя присвоено аэропорту Магаз, школе и улице в городе Сунже, музею в селении Плиево. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, генерал-майору Сулумбеку Асканову посмертно присвоено звание Героя России. Памяти Сулумбека Асканова. Тебе с рождения было суждено летать орлу, подобно в небе синим. Такое, брать, не каждому дано, быть гордостью отчизны заодно и патриотом некогда России. Тебя же удостоила судьба такой великой чести неземной. Так пусть за жизнь продолжится борьба потомками грядущую весною. И в честь твою зарвется синева салютным залпом стала под луной. На протяжении нескольких дней в Ингушетии в школах проводятся открытые уроки. В музеях организуют выставки, посвященные первому герою России. Память о нем навсегда останется в сердцах тысячи людей. Мадина Цора, Мухаммад Индиев, Магаз, 24.